Около 2000 граждан выиграли грин-карту в 2019 году и теперь оказались в подвешенном состоянии. Никто не знает, смогут они уехать или нет. Среди них бишкекчанка Саадат. Она уже 3-й год ждет заветной карты. В 2019 году на ком были поставлены все деньги, силы и возможности. Чемоданы упакованы, машины проданы. Даже уволились с работы. Практически вся семья уже была готова к отъезду. Но, увы, страна оказалась в черном списке США. В 2018 году мы с мужем подали заявление на получение грин-карты. С первого раза мы выиграли, и уже через год мы начали оформлять документы. Уволились с работы, завершили свои дела. Можно сказать, мы рискнули, и мысленно были уже там. Начали планировать все. У нас 2 детей ушли с детских садов. Мы потратили $2500, если не больше. Назначили даже дату интервью. И потом случилось то, чего никто не ожидал. 1 января уже 2020 года США ввели ограничения по выдаче иммиграционных и грин-карт, приостановили въезд иммигрантов из нашей страны. Мы остались ни с чем. Обращались в МИД и теперь дожидаемся выдачи новых загранпаспортов. Однако это требует времени, а у нас его мало. Инициативная группа из граждан, выигравших грин-карту, несколько раз обращались в МИД. Они даже писали письма в посольство Соединенных Штатов, чтобы Кыргызстан исключили из этого списка. Но там им ответили, мол, проблемы возникли из-за документов. Страна пока не может обеспечить гражданам выдачу общегражданских биометрических паспортов. Их выдача должна была начаться еще в прошлом году. Однако в объявленном тендере на закупку электронных бланков допустили нарушения, и итоги конкурса были аннулированы. ГРС разработала новые типы национальных паспортов граждан Кыргызской республики образца 2020 года. Отличительной особенностью общегражданского, дипломатического и служебного паспортов является наличие электронного чипа, который содержит персональные данные о гражданине Кыргызской республики. Граждане получат биометрические общегражданские паспорта уже в январе следующего года. Прошлогодний паспортный скандал помнят многие. Кыргызстанские документы стали доступны для многих нечистых на руку людей. Их находили даже у международных террористов. США, да и другим государствам важна безопасность и законность наших документов. Если к ним прибывает подозрительный гражданин, они должны знать о действительности его паспорта. Когда наши документы в свободном доступе и если его легко подделать, то все это отрицательно сказывается на имидже страны и наносит урон достоинству государства. Поэтому необходимо ужесточить наказание за подделку. С подделками должны бороться и сами чиновники из ГРС, ведь именно там выдаются паспорта. Впрочем, изготовление государственных документов тоже должно находиться под контролем государства. А отмена графы «национальность» в паспорте прямым образом создала условия для усиления коррупционных моментов при изготовлении документов. Поэтому нужно вернуть эту строку, резюмировал общественный деятель Кадыр Кушалиев. Стоит отметить, что накануне премьер-министр Садыр Джапаров сообщил о возвращении в паспорта кыргызстанцев графы о национальности. По этому вопросу уже начата работа, и в течение 2-3 месяцев желающие смогут получить ID-карты с этой графой, обещали в правительстве. Элиза Балбакова, Танштык Кульбаев, Нью ТВ.